Шопен, Бетховен, Гофман, Гинзбург. В зале звучат произведения известных классиков. Выбор композиций, представленных на суд взыскательного жюри, остается за конкурсантом. Первыми выступают участники из детской школы искусств имени Сурмила. Это Московская область. Впечатления мои о концерте очень хорошие. Мы очень довольно хорошо сыграли, лучше, чем на репетиции. Мне очень понравилось, как остальные выступали тоже. Выступают конкурсанты в разных жанрах – инструментал, танцы и зоовокал. Хади Батырова – одна из самых юных вокалисток фестиваля. Ей 7 лет. С нетерпением ждет, когда прозвучит ее имя, чтобы выйти на сцену. Мы вместе с Артуром и Зоиловичем месяц занимались и пели. И мама мне сделала красивую прическу и купила красивое платье. Эта площадка не только возможность продемонстрировать свой талант, но и возможность вдохновиться представленными навыками и умениями, извлечь максимум из конкуренции. А она здесь сильная. В конкурсе соревнуются свыше 150 участников. Тут смотрят на артистичность и уровень исполнения конкурсанта. Я сегодня выступала в Глюме программой «Чистый поток» и Баха «Минуэт». Расскажи, это было сложно? Бах, конечно, сложный, и у него трудный ритм, но я хорошо сыграла по ритму. Самое трудное такое, что ты волнуешься, и если ты играешь трудную пьесу, это очень волнительно. Это один из самых масштабных конкурсов. Международный фестиваль искусств «Золотой орел» собрал участников из Нижнего Новгорода, Московской области, Чеченской и Ингушской республик. В роли жюри народные артисты и заслуженные работники культуры Ингушетии. И мы очень хотим, чтобы это был бы постоянный конкурс, который проводился бы здесь, в вашей республике, потому что у вас мы нашли очень много понимания со стороны и Дворца культуры города Назрань, великолепно. Прекрасная поддержка со стороны администрации города Назрань. Опять-таки, вот сейчас в процессе подготовки этого фестиваля огромное количество друзей появилось у нашего проекта, международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети 21 века». Поздравил и поблагодарил организаторов за проделанную работу заместитель министра культуры Ингушетии. Мероприятие подходит к концу. Жюри подводит итоги. Так как номинаций несколько, то и победитель сегодня не один. Кубки и грамоты получают в номинации «Инструментальный жанр» Николай Гравченко из Московской области. Одной из лучших в категории «Инструментальный исполнитель» стала Сумая Зурабова, учащаяся студии искусств в Назрани. Также диплом первой степени получила Асна Руднева за безупречную игру на фортепиано.